Добрый день. Какова эпидситуация в Республике Саха-Якутия на сегодняшний день? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Вчера глава Республики Саха-Якутия Асен Сергеевич Николаев подписал указ о продлении режима повышенной готовности на территории Якутии по 15 января 2022 года. Данное продление означает прежде всего соблюдение всех тех правил и ограничений, которые были установлены до этого периода. Оценивая санитарно-эпидемиологическую обстановку в республике, необходимо обратить внимание, что за прошедшие сутки Управлением Роспотребнадзора выявлено 250 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе дети и подростки, составляют 50 ребятишек. Из 200 взрослых, которые выявлены, из 200 случаев, которые выявлены из взрослых, непривитых 194 человека, это составляет 97%. На настоящий момент в стационарах республики получают лечение 1385 пациентов, а в состоянии средней тяжести находится 1285 наших сограждан. В тяжелом состоянии 110, из них непривитых 108 человек. В отделениях реанимации врачи борются за жизнь 31 крайне тяжелого больного жителя нашей республики. Уважаемые жители нашей республики, сегодня основным моментом, который является для всех наиболее важным, является процедура вакцинации, которую необходимо пройти для того, чтобы эти сводки, которые мы сегодня передаем на брифингах оперативного штаба, были менее тревожными для нас всех. Наиболее напряженная ситуация по заболевшим в Мирнинском Улусе, где за сутки зарегистрировано 23 случая, в Нерюнгринском, где зарегистрировано 18, в Хангаласском 12, в Алданском 11, Жиганском 10, Оленёкском 9, Амгинском 8, Мегино-Кангаласском 8. Из этих улусов достаточно низкие темпы вакцинации сохраняются в таких улусах, как непосредственно Амгинский и Мегино-Кангаласский. В связи с чем оперативным штабам этих улусов дана строгая установка усилить работу по увеличению темпов вакцинации. На настоящий момент первым компонентом в республике привито около 67% взрослого населения. Наиболее низкие темпы вакцинации сегодня характеризуются для Амгинского, Верхневилюйского, Кобяйского, Мирнинского, Намского, Нерюнгринского, Алёкминского, Усть-Алданского и Чурапчинских улусах. Особое внимание хочу обратить на ситуацию в Усть-Алданском и Чурапчинском улусе, в которых необходимо также усилить работу по вакцинированию граждан республики в связи с реально большим количеством тяжелых случаев в Усть-Алданском улусе и, соответственно, с высоким уровнем летальности относительно небольшого количества граждан, проживающих в этом районе. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, наше с вами ответственное поведение к здоровью, к собственному, оно прежде всего сохраняет здоровье тех, кто находится рядом с нами. В связи с этим всех приглашаем на вакцинацию в медицинские учреждения Республики Саха-Якутия. Это был брифинг оперативного штаба по COVID-19, а мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. И вот основные темы. Узнать ВИЧ-статус и посетить лекционные занятия. 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Чем короче день, тем ближе зима. Расскажем о погодных приметах декабря. Якутский